Добрый день, уважаемые подписчики социальных сетей библиотеки имени Сабита Муканова. Сегодня наше мероприятие посвящено государственным символам Республики Казахстан. Символы – это условные знаки или изображения, имеющие для человека или целого населения особое значение. Есть символы, которые представляют и страну, и ее историю, и ее населяющее. Все страны мира имеют свои государственные символы. Отличаются они друг от друга своим видом и своим значением. Официальная символика Казахстана существует сегодня в три единства. Это герб, флаг и гимн. Государственная символика является частью истории и культуры. Эти символы закреплены основным законом нашей Конституции. 4 июня знаменательная дата в истории государственных символов Республики Казахстан. 4 июня 1992 года впервые были утверждены новые государственные символы независимого Казахстана. Этот день навсегда останется в истории нашей страны как день рождения новой государственной символики. Государственные символы не только художественные образы, но и вестник идей осуществления государственной независимости. Они способствуют проникновению этой идеи в мысли и чувства людей. А для этого нужно иметь представление об их истории, о том, как возникли эти государственные символы и какой путь прошли они сквозь века. В начале 1992 года вошло постановление Верховного Совета о создании рабочей группы по подготовке новой государственной символики. В соответствии с ним была образована специальная творческая комиссия. В ее состав вошли такие известные деятели, как Салык Зиманов, Ербол Шаймерденов и другие. Был объявлен конкурс на разработку проектов герба, флага и гимна, в котором приняли участие более 600 человек. Всего было подано 1200 заявок с творческими разработками эскизов государственного флага. Также было предложено 245 проектов изображения и 67 описаний будущего государственного герба и 750 вариантов государственного гимна. Перед участниками конкурса стояла сложная задача. Государственные символы должны отвечать не только эстетическим требованиям, но и нести исторический, политический, экономический символизм. Необходимо было найти художественное решение, которое наиболее ярко воплощало бы политическую суть и цели молодого суверенного государства. Впервые государственные символы суверенного Казахстана были представлены общественности 6 июля 1992 года в городе Алматы. 4 июня 2007 года принят Конституционный закон о государственных символах в Республике Казахстан. Целью казахстанской государственной символики является, с одной стороны, закрепление основных приоритетов идеи государственности. Это целостность, независимость, единство сознания граждан страны. С другой стороны, формирование имиджа Казахстана на международном уровне, как сторонника миролюбивого добрососедства. Сегодня Казахстан – это авторитетный член мирового сообщества, страна, в которой сформированы собственные модели социально-экономического развития, сохранения и укрепления общественного согласия, а также устойчивая политическая система. Как и все государства мира, Казахстан имеет собственную государственную символику, ставшую узнаваемой в мире, и эта символика уже стала неотъемлемой частью имиджа нашей страны. Все наши государственные символы разработаны и утверждены в период независимости, и они на языке геральдики отражают духовные ценности народа Казахстана. Государственный флаг Республики Казахстан. Флаг – это один из главных символов государства, олицетворяющий его суверенитет и идентичность. Государственный флаг Республики Казахстан представляет собой прямоугольное полотнище небесно-голубого цвета с изображением в центре солнца с лучами, под которыми парящий беркут. У древка вертикальная полоса с национальным орнаментом. Изображение солнца и его лучей, орла и национального орнамента цвета золота. Государственный флаг независимого Казахстана был официально принят в 1992 году. Его автором является художник Шакен Ниязбеков. В традициях геральдики каждый цвет символизирует определенное понятие. Так, небесно-голубой цвет символизирует честность, верность и безупречность. Кроме того, небесно-голубой цвет имеет глубокое символическое значение в тюркской культуре. Древние тюрки всегда почитали небо своим богом-отцом, а также считали, что небесно-голубой цвет – это символ преданности их отца-прародителю.
На государственном флаге Казахстана он символизирует чистое небо, мир и благополучие, а одноцветие фона – единство нашей страны. Исходя из геральдических канонов, солнце символизирует богатство и изобилие, жизнь и энергию. Поэтому лучи солнца на флаге страны имеют форму зерна, символа достатка и благополучия. Изображение солнца в государственной атрибутике Казахстана подтверждает его приверженность общечеловеческим ценностям и свидетельствует о том, что новое молодое государство полно жизнеутверждающей энергии и открыто всем странам мира для партнерства и сотрудничества. Образ беркута является одним из главных геральдических атрибутов, издавна применяемых в гербах и флагах многих народов. Этот образ обычно воспринимается как символ власти, прозорливости и великодушия. Парящий под солнцем беркут олицетворяет собой силу будущему. Особое место занимает образ беркута в мировоззрении евразийских кочевников. Он ассоциируется у них с таким понятием, как свобода, верность и чувство, достоинство и мужество, мощь и чистота помыслов. Стилизованный силуэт золотого беркута отражает стремление молодого суверенного государства к высотам мировой цивилизации. Важным элементом государственного флага является расположение у его древка вертикальная полоса с национальным орнаментом. Казахский орнамент – одна из форм специфического художественного восприятия мира в строгом соответствии с эстетическими вкусами народа, представляющий собой гармонию различных форм и линий. Он является выразительным средством раскрытия внутреннего мира народа. Национальный орнамент вдоль древка символизирует культуру и традиции народа Казахстана. Государственный герб Республики Казахстан. Герб – это один из главных символов государства. Герб суверенного Казахстана был официально принят в 1992 году. Его авторами являются известные архитекторы Жандарбек Малибеков и Шотаман Валиханов. Государственный герб Республики Казахстан имеет форму круга. Это символ жизни и вечности, который пользовался особым почетом среди кочевников Великой Степи. Центральным геральдическим элементом в государственном гербе является изображение шанырака, что является верхней створчатой частью юрты. На голубом фоне, от которого во все стороны в виде солнечных лучей расходятся уйки, то есть опоры. Справа и слева от шанырака расположены изображения мифических крылатых коней. В верхней части находится объемная пятиконечная звезда, а в нижней части надпись «Казахстан». Изображенные изображения звезды, шанырака, уйков, мифических коней, а также надписи «Казахстан» выполнены в золотом цвете. Шанырак – это главная системообразующая часть юрты, по форме напоминающая небесный купол и являющаяся одним из ключевых элементов жизнеустройства в традиционной культуре евразийских кочевников. В государственном гербе республики образ шанырака – это символ общего дома и единой родины для всех народов, проживающих в стране. Стабильное развитие Казахстана зависит от благополучия каждого гражданина, как прочность и устойчивость шанырака зависит от надежности всех его уйков. Крылатые мифические кони – это тулпары в государственном гербе, являются ключевым геральдическим элементом. Образ коня с незапамятных времен олицетворяет такие понятия, как храбрость, верность и силу. Крылья символизируют многовековую мечту многонационального народа Казахстана о построении сильного и процветающего государства. Они свидетельствуют о чистых помыслах и стремлении к последовательному совершенствованию и созидательному развитию. Золотые крылья скакунов напоминают также золотые колосья и олицетворяют собой трудолюбие казахстанцев и материальное благополучие страны. Еще одна деталь в государственном гербе страны – это пятиконечная звезда. Данный символ использует человечеством с давних времен и олицетворяет постоянное стремление людей к свету истины, ко всему возвышенному и вечному. Изображение звезды в государственном гербе отражает желание казахстанцев созидать страну, открытую для сотрудничества и партнерства со всеми народами мира. Сердца и объятия жителей Казахстана открыты представителям всех 5 континентов. Основным цветом, используемым в государственном гербе, является цвет золота, который служит символом богатства, справедливости и великодушия. Также присутствует цвет флага небесно-голубой, который гармонирует с цветом золота и символизирует чистое небо, мир и благополучие. Государственный гимн Республики Казахстан.
Гимн – это один из главных символов государства. Гимн выступает в качестве важной звуковой символики, имеющей ключевое значение для эффективной социальной, политической консолидации и этнокультурной идентификации граждан страны. В истории независимого Казахстана государственный гимн страны утверждался дважды – в 1992 году и в 2006 годах. В целях популяризации звуковой символики страны в 2006 году был принят новый государственный гимн. Его основой стала популярная в народе патриотическая песня «Менің Казахстаным». Она была написана в 1956 году Шамши Қалдаяковым на стихи Жумикена Нажимеденова. Для придания песни высокого статуса государственного гимна и более торжественного звучания президент Казахстана Нурсултан Назарбаев доработал первоначальный текст. Парламент Казахстана на совместном заседании Палат 6 января 2006 года внес соответствующие поправки в указ о государственных символах и утвердил новый государственный гимн страны. Слова Нурсултана Назарбаева и Жумикена Нажимеденова. Музыка Шамши Қалдаякова. Государственные символы в любую эпоху и в любой части мира являлись для стран основным проявлением независимости и государственности, то есть являются неотъемлемой частью понятия независимости. Государственные символы своим существованием и содержанием пробуждают чувство патриотизма в каждом гражданине. Государственные символы формируют в сердце каждого гражданина чувство гордости за страну, занимают особую роль в укреплении независимости страны. Каждый гражданин Казахстана должен уважать и гордиться флагом, гербом и гимном своей страны. Спасибо за внимание. До свидания.